Семья Павловых переехала в Якутию из Иркутской области до начала войны в 1939 году. Здесь они глубоко пустили корни. Иркутские Павловы есть и в Амгинском районе, и в Тампонском, и в городе Якутске. Сегодня речь пойдет о тампонских Павловых, вернее, об удивительной женщине Тамаре Александровне Яковец. Когда война началась, это в 1941 году, и отец нас отвез по линии деревни Высоких. Там мать у матери жила. И мы всю войну там были. Мать работала на лесозаготовках. Были Виктор, я и Валентина. Когда война закончилась, мать нас привезла в Якутск. Она устроилась работать в больницу. Мать у меня неграмотная, мы с отцом не переписывались. А сестра у него была, и она увидела отца, у него сзади вот такая бородавка. И она его узнала. Вот так мы опять встретились с отцом, иначе, может быть, и вообще не встретились, когда мы уже приехали в Якутск. Она привела его к нам. И вот до 1949-го мы были в Якутске, а потом вот сюда приехали. Тамара Александровна в девичестве Павлова в Тампонский район переехала с родителями в 1949 году. Отец Александр Алексеевич устроился работать бакенщиком, на перекаты ставить бакины. Мама Ольга Ивановна – домохозяйка. Семья была большая, сын Виктор и 5 девочек. Тамара Александровна – самая старшая, ей в ту пору было 12 лет. Многодетная семья поселилась в местности выше села Крест-Хаджай. Там и провела лето, а зимовала уже на промучастке Алданского рыбзавода, что близ села Мигин-Алдан. Второе лето в Тампонском районе семья жила рядом с селом Сайды Ингинского наслега. На постоянное место жительства в местность Хохры отца семейства определили в 1951 году. Так Павловы стали первыми жителями Хохров в 2 километрах от Хандыги. С тех пор они живут в ставшем родном Тампонском районе и считаются одними из первых жителей райцентра. Мы жили за нефтебазой, Хохры называется, слышали? Вот там мы первые. Отец построил дом там, и там мы жили. Ну, потом уже стали там тоже строиться люди. Потому что перекат, вот это, что сейчас ходит, мы обставляли бакинами. И отец нас брал. Я сейчас думаю, как этому не страшно было на лодке. Загружен крузел, камень большой, и мы сбрасывали его, бакин этот. И потом он еще ездит, зажигал эти бакина. И которые стоят, створы называются. Ну, что пароход видел, куда идти фарватер. Тоже зажигали. Это теперь сейчас все делается. Ставят они там батарею, и не надо ездить зажигать. Так мы оказались в Хандыге. В 50-е годы поселок был маленьким, только застраивался. Начинался с автобазы и заканчивался домами геологов по одноименной улице. Были 2 школы. Начальная за так называемым больничным ручьем и средняя, где сейчас здание редакции районной газеты. В те годы в поселке еще базировалось управление Янстройлага, Хандыгский исправительно-трудовой лагерь Дельстроя. До сих пор в районе автобазы сохранились здания тех лет. Деревянный карцер, старые бараки. Время было неспокойное, но Тамара с сестрами и братом были еще малы, и детство было хоть и трудное, но счастливое. Ой, я маленькая была, Хандыга. Тут еще были, солдаты были. В Сайдах был женский лагерь в это время. И как раз вот где хлебозавод, здесь были бараки, здесь солдаты жили. Потом уже все, попозже, я не помню, в каком году они уехали все. Вот это я хорошо помню. Отец сам построил дом такой большой. Ну, все это только, конечно, закрывали. Там тогда не было такого материала, чтобы там чем-то закрыть. Какие-то и кирпичи он делал сам. Я помню, 2 кирпича, такой ящичек. Туда глину, он делал состав. Печку он все сам сложил. В избе кухня отдельно же немножко. Там такую, чтобы можно было и сварить, и испечь в духовке. Такая была духовка.
А в зале у нас стояла печка-голландка, называется. Павловы гордятся, что первый дом в Хохрах поставил их отец Александр Алексеевич Павлов, второй – брат отца. Позже туда подтянулись другие семьи – Нечаевы, Бузиковы. Местность стала застраиваться, проложили дорогу, и появилась улица Александра Матросова, по которым стала ездить водовозка. Но это было потом, а тогда отец был мастер на все руки. Огород разработали потом. Корову купили. Отец был рыбак и охотник, так что мы вообще никогда не голодали. Рыбы было очень много тогда в Алдане. И таймени, и линки, и хариус, и сиги. Сейчас этой рыбы вообще нет в Алдане. Отец зайцев приносил, куропаток, рябчиков. Дичи много тогда было, сейчас нету этой дичи. Ягоду мы собирали, лук собирали дикий. Еще и продавали лук. Деньги-то надо было нам. И черная смородина, и брусника, и красная смородина, и охта, и еще голубика. И не водить мы ездили. Мы у отца были как топор за пазухой. Он сам невод вязал. Бродили босиком. Ни обуви не было, чтобы вот так вот резиновые сапоги одел и ходил. Прямо босиком ходили по камням. Отец выкидывал невод, а мы на берегу. Потом он так вот завод делается, заводит, и с двух сторон его тянешь, и рыба. Ребятишки с детства были приучены к труду. За счет этого семья не знала, что такое голод. Мы с Виктором дрова пилили. Из леса даже таскали дрова. Потом стали как-то ловить. Плавник вот этот везет, когда вода большая. Уже это легче было. И заготавливать как-то больше на зиму. Раньше как-то так. Ну, сколько было, потом пойдем в лес, сушняк найдем, спилим. Рядом же лес был. Воду коромыслом таскали. Я лично сама. Зимой и летом. И наполивать надо, и на еду. Еще корова была. Куры мы держали. Не, у нас хорошее питание было. После выхода отца на пенсию семья из Хохров перебралась в поселок. В начальной школе Тамара не училась, сразу пошла в среднюю, в 5 класс. Окончила школу в 1957 году и поступила в фармацевтическое отделение Якутского медучилища. Через 3 года вернулась в Тампонский район. Но вакансий в Хандыге не было, поэтому 2 года трудилась фармацевтом в аптеке села Крест-Хальжай. А с 1963 года стала работать в Хандыгской аптеке. Со своим будущим мужем Николаем Ивановичем Тамара Александровна познакомилась еще студенткой, будучи на сельхозработах на полях острова Бордой. В 60-м году молодые поженились. С разницей в 3 года родились дочери – Лена в 61-м и Оля в 64-м. Тамара Александровна Яковец 28 лет проработала фармацевтом в аптеке поселка Хандыга. Начинала ассистентом фармацевта и дошла до заместителя заведующей аптеки. Муж Николай Иванович трудился водителем в автобазе. Все делали сообща, всюду вместе. 2 года не дотянул Николай Иванович до золотой свадьбы. Коварная болезнь вырвала его из жизни. Жили, работали, он работящий, я работящая. По ягоды вместе, на рыбалку вместе, кроликов держали, за сеном вместе, отдыхать вместе. Так вот и жили, детей воспитывали, внуков. Сейчас Тамара Александровна Яковец проживает со старшей дочерью Еленой Николаевной. Дочь большую часть своей трудовой жизни проработала в нефтебазе, но даже уйдя на пенсию, не смогла сидеть сложа руки и теперь трудится в детском саду «Солнышко». Младшая дочь Ольга Николаевна тоже 25 лет проработала в Хандыгской нефтебазе, затем в Якутске в Саханнефтегаз-сбыте. Тамара Александровна – бабушка и прабабушка, богатая. У нее 3 внуков и 7 правнуков. Живет она активной и полноценной жизнью. В 2008 году пришла к православной вере. В ней она находит ответы на вопросы, спокойствие, утешение и радость.
раньше как я хотела, но я стеснялась как-то. Целый один раз сходить и все. А до этого я уже и Библию читала. Просила, мне знакомая привезла. А сейчас я, конечно, уже я стараюсь, если только когда не смогу по здоровью сходить. И так я все время хожу. У нас сейчас службы идут только в воскресенье. Батюшка у нас непостоянный. Вот он сейчас приедет, отведет у нас Рождество, Крещение. Он в Белгороде живет, у меня семья там. Ну, опять уедет. Ну, может, на постоянку какую-то дадут. Тогда будет служба и в субботу, и в воскресенье. Какие праздники, нерабочие дни, тоже тогда будет служба. Все тампонские Павловы так и остались жить в Хандыге. Здесь Виктор и сестры, они очень дружны, поддерживают друг дружку, как в детстве. Всей душой Тамара Александровна прикипела, как хандыгчане любя называют, квартал А Шанхаю. Даже когда обзавелась просторной квартирой в спальном районе квартала Б, все равно, продав квартиру, вернулась в свои родные автобазовские места. Но скоро и сестры, и брат, и она по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья получат новые квартиры в каменных домах. Жизнь не стоит на месте. В Тампонском районе улучшаются жилищные условия жителей. Люди, которые годами жили в старых домах 60-х, 70-х и даже 80-х годов постройки, получают новое жилье. Тамара Александровна, как старожил, которая 70 лет живет в поселке и на глазах которой он вырос, очень радуется его преображениям. Искренне удивляется, какой рывок Хандыга сделала даже за последние 10 лет. Тамара Александровна в свои годы выглядит очень моложаво, шустрая, аккуратная, легкая и быстрая в движениях, а ведь совсем скоро, 29 ноября, у нее большой юбилей, исполнится 85 лет. А все потому, говорит она, что родная земля помогает. Каждое лето она с семьей собирает дары природы, ягоды, грибы, травы, листья. Мята, чебрец, листья смородины, еще есть листья малины. Они нынче насушили маленько. Ну, наверное, питание у нас раньше было простое, но полезное. Рыбий жир. Мать, мы собирали с кишочек, мать жарила нам лепешки. Мы сейчас с дочкой придерживаемся, больше своего едим. Никакие фастфуды мы с ней не едим, не покупаем. Вот и крепкий сон, и здоровье. Но самый главный секрет молодости Тамары Александровны Яковец – это постоянное движение, позитивный настрой, а еще, конечно, вера, укрепляющая дух.